если вернуться к самой покерной игре, все-таки, ну, деньги можно по-разному выигрывать, да, можно и, наверное, играть. Можно и монетку подкидывать, Да, орел, да, решка, да, да. Почему именно покер такая действительно распространяющаяся с невероятной скоростью игра? Потому что я тоже играю в покер. Нет, Очень там... легко объяснить. Она Дело в том, интересна. что можно, да, я быстренько Да. просто скажу. Дело в том, что действительно, допустим, около 30% зависит от удачи. Любитель, который садится за покерный стол, он выигрывает, ему везет, и в покер может довольно быстро создаться иллюзия, что ты уже научился играть. И это затягивает. То есть человек сел, он вроде бы вот эти какие-то азы 70. знает, которых не хватает для того, Да. чтобы на долгой дистанциях зарабатывать, ну, и уходить в плюс. Ему еще сложилось, да, то есть удача была на его стороне. И вот, А что да, составляет иллюзия, эти да. 70%? 30% понятно, это удача. Что такое 70%? Это математика, психология, да, это Знать, да. Game of skills. Покер Game это of skills, да. И здесь, кстати, если сравнить с биржей, даже, да, вот вы говорили, что действительно нет никаких сакральных знаний, да, а на бирже есть инсайдерская информация, да. А в покере все доступно, любой Нет, может. то же самое. То есть умеешь ты вычленять эту информацию? Ведь что такое покер? Да? Это 4 круга торгов, всего-навсего. То есть, как вот одна из реклам шикарных одного из покерных сайтов гласит, фишки расскажут обо всем. Умей слушать. Вот. И почему в таком случае, вот что-то к вам вопрос в таком случае, почему у нас есть порядка 20 игроков топового уровня, которые обгоняют весь остальной мир? Почему они... Да. А профессионалов больше гораздо. А есть 20 топ-игроков. Это потому, что им доступно то, что недоступно остальным. Они умеют видеть сквозь рубашку карт. Ну, образно говоря. То есть они умеют угадывать с помощью этих 4 раундов торгов, грубо говоря, они умеют угадывать, какие карты. Что самое главное в покере? Знать карты соперника. Знать эти карты. Да. То есть это которые закрыты. интуиция или все-таки некоторая математика в этом Умение, присутствует? там все. Там А психология. чего больше? Тяжело сказать. Ну, вы ориентируетесь на Сидел интуитивное всего. чувство, или вы там что-то вот высчитываете? Если ты знаешь соперника, это одно. Я знаю, Да. допустим, как играет Настя, я примерно сразу представляю Расскажите нам, себе, мы да, хотим какая карта у него может быть в руке. Да. А если я не знаю человека, и вот там всякие Даниэль Негрианы, считающиеся одни из лучших, да, людей, которые читают карты соперника, он его видит 2 часа. Первые 2 часа вот он смотрит на него, смотрит, как он играет. А потом, через 2 часа, в какой-нибудь ключевой раздаче, еще, кстати, камень в огород, что-то. Дело в том, что в покере нужно выигрывать, ну, вы знаете, это не хуже меня, нужно выигрывать большие банки. А проигрывать можно, но только маленькие. Маленькие, пожалуйста. А в чем камушек? Камушек в том, что ни на одном покерном клубе вы не найдете надпись «Оставь ключи от квартиры всяк сюда входящий». Если у человека все в порядке с головой, квартиру он не проиграет. Нет, профессионал Он не будет проиграет. проигрывать. Что-то ведь так и говорил, что профессионал не проиграет. Простите, Да. пожалуйста, но если смысл покера в том, Проиграет, он чтобы просто- выигрывать крупные банки, то, простите, но в эти банки кто-то должен занести деньги. Конечно. Так кто заносит эти деньги, откуда они берутся? Не профессионалы. Не профессионалы. А почему и вы считаете, что если нельзя проиграть крупные суммы, потому что можно проигрывать маленькие, но выигрывать крупный банк, в этот крупный банк кто-то должен крупную сумму внести из проигравшего? Конечно. Поэтому камушек обратно возвращается вам. Смотрите, я еще так скажу. Сильный игрок проигрывает и выигрывает. Мы с вами будем играть. Мы разные 2 человека, да? Мы будем выигрывать и проигрывать одинаково. Ну, примерно 50 на 50. Вот именно хорошие карты будут приходить хорошие. А плохие заведение карты. будет в плюсе. Это, конечно. Это всегда. Ну вот. Но сильный любом игрок случае. будет выигрывать много, а проигрывать мало. Вот в чем отличие. А слабый наоборот. То есть, когда сталкиваются, да, в игре 2 человека, один из них сильнее, другой слабее. Вот и все. То есть здесь, допустим, я могу играть с вами, я могу вас обыграть, но я сяду играть с Филави, он меня обыграет. Ну, то есть каждый находит себе компанию. А кто-то играет дома, допустим, вот у меня сейчас моя команда, моя компания, ну вот правда, да, то есть они меня ждут дома, потому что мы собираемся, мы любим покер, мы болеем покером вообще безумно. И они сейчас играют дома, и мы своим коллективом играем в покер. На копейки мы там играем, мы больше смотрим Вы футбол. зря говорите это вслух, потому что у меня до сих пор перед глазами та ситуация, когда бабушек привлекли к административной ответственности, оштрафовав их за игру в лото. Это как раз когда закрыли игровые заведения для того, чтобы показать, какие мы бравые ребята, Да, молодцы. да. Мы 2 пенсионерок сразу привлекли к ответственности за Это- игру в лото. да, это Поэтому справедливо. зря вы это говорите вслух. А скажите, зря. я так понимаю, что мы находимся, Александр, среди игроков в покер. Ну, прям И вот среди- таких, и да, точно они игроков. не фиш. Нет, нет. А какие конечно. самые большие выигрыши и самый большой проигрыш был вот в жизни каждого, если можно поделиться?
Я не играл на деньги, я вам говорю честно. Я С кем вы играли не на Как деньги? это? Я играл со своими друзьями, Да. с фишками, купленными в магазине, или в турнире, когда это было можно делать. Турниры были, ну да, я занимал первые места в турнирах, 1000-2000 долларов турнир. То есть это не огромные какие-то сумасшедшие деньги, там взнос был И, $100. соответственно, вы не проигрывали больше $100. Я не игрок по натуре, я не азартный человек, поэтому я знаю азы покера, мне интересна эта игра, я могу сесть с друзьями поиграть, но именно чтобы сесть и играть на наличные, я не сяду играть на наличные. Я могу там внести $100 для того, чтобы поиграть в турнире. Павел, какие Можно- ваши рекорды? Да тоже не такие великие. То есть там, ну, максимум, что Или мне проигрыши, удавалось... Ну, проигрышев я в плюсе, в принципе. Вот за 2 года, что я играю, у меня очень небольшой, там, 300% всего. Ну, плюс. Просто я внес там в эту игру, ну, от силы там, может быть... Ну, скажем так, проиграл я примерно тысяч, может быть, сколько? Ну, порядка $7000, допустим. Да, выиграл там 21. То есть, таким образом, ну, это небольшие суммы, это о чем мы говорим. Ну, бабушкам, наверное, может быть, и много. А в принципе, это небольшая сумма денег для покера. Поэтому максимум, что я выиграл за раз, это какой-то турнир, где я занимал даже не первое, а второе место, и нам заплатили $5200 США. Прекрасно. Артур, вы? Кстати, вот просто Да. хочется поправить, да, смотрите, как интересно, мы все играем в покер, да, Да. и все нормальные люди абсолютно, то есть у каждого свой бизнес, да, то есть мы дома не проиграли. Нет, То есть, никто по не большому счету, проиграл. да. Вот я вот поразился, я начинался, когда программа, я думал, мы услышим При этом, какую-то простите, я могу страшную привести историю. к вам в Да. студию, если еще раз эта тема будет затронута. Если приведете, декана то будем. юридического факультета. Который проиграл юридический факультет? Он не проиграл юридический факультет. Это человек, который у всех просит дать хотя бы $100 взаймы, и как только получит эти $100, он бежал, покупал фишки, он проигрывал их за 2 раздачи и опять клянчил у кого-то деньги. При этом человек, который раньше хорошо зарабатывал, мог содержать семью, Ну, представьте, скатился сколько вот такого историй с человека. алкоголем мы можем вам рассказать. в Согласен, Да. согласен, согласен. А моих выигрышей, Да. ну, смотрите, я не являюсь профессиональным игроком, я, конечно, играю там 10 лет, там, может, больше. Ну, все равно я играю турниры. Ну, наверное, из крупных я не помню. Ну, то есть, наверное, где-то там 1016, там, вот так вот, 18, ну, долларов. Это первое место, да? Ну, да, где-то так. Ну, просто, да. Ну, это при этом я играю, вот, знаете, так вот. Допустим, мы организуем турнир, или там, я поехал в Вегас, да, там. Ну, я поняла, почему для вас мне не это поиграть, образ да? жизни. Это... Ну, да, просто я люблю Просто, покер, да. допустим, я играю. Немножечко бизнес. Да. Да, если это приносит денег, вообще хорошо. Настя. Да, но я не играю по большим лимитам, и поэтому с такими крупными выигрышами, наверное, не могу похвастаться. Но вот один раз, когда у меня было свободное время, я ездила на сессию в родной город, но просто я была очень хорошо готова к экзаменам, и утром я сдавала экзамен успешно, а вечером и ночью играла в турнирах, выиграла 100 000 рублей. Я помню, за 2 дня выиграла 2 турнира, а вот проигрышей действительно не было. Я потому что довольно аккуратный игрок, такой тайтовый, что называется, стиль, да, поэтому так разумно, вдумчиво. Мне вообще по складу характера свойственна и в бильярде такая игра, что называется по отыгрышу аккуратно. Выжидательная позиция. Ждать ошибки соперника. Я могу сказать перед тем, как мы завершим программу, что в интернете был поставлен рекорд. Одна раздача стоила 4 миллиона, по-моему, 200 000 долларов. Одна раздача. То есть на стол выложили 5 карт, и у каждого в игроке, из двух игроков было по 4 в руке еще. Вот все это стоило 4 миллиона 200 000 долларов США. Был такой ненормальный один сумасшедший, который завелся на короткое время в интернете, играл по невероятно высоким лимитам, выигрывал, проигрывал, ну, большей частью проигрывал, естественно. И вот одна такая раздача, она до сих пор официально зарегистрирована как самая большая. Как рекорд. Ну, вот Хорошо, есть- а можно ли тогда, ну, хотя бы предположить, какой прогноз вот будет с этой игрой В России. у нас, в России, в ближайшем будущем? Ну, Вот, знаете, может быть, мы заодно и спросим сейчас, это будет как бы ваше последнее слово в этой программе. Что-то, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вы думаете? Как существовало, так и будет существовать. Подпольно будет существовать, ничего с этим не сделаешь, не искоренить это. Да и вопрос заключается в том, следует ли уж прямо так и искоренять. Может быть, все-таки, правда, подумать и какую-то форму легализации для этого придумать, потому что никто не поедет на Алтай играть. И не Бог с спорить вами. о том, азартная Поедут в это ближайшую игра или страну. спорт, а просто Признать, оставить- что это азартная игра, ребят. Признать. Да, и просто прекращать называть это спортом. Спасибо. Шота Горгадзе, адвокат, кандидат юридических наук.
Павел? Павел. Мне кажется, что перспективы этой игры великолепные в нашей стране. Недаром вот сейчас проходит ежегодный чемпионат мира по покеру. Мы уже завоевали 1 браслет. И вообще и в количестве попаданий в призов мы уверены на 4-м месте, по-моему. На 4-м. Германия, в которой этот покер не запрещен и развит гораздо лучше, она уже отстает от нас по сумме призовых. Вот еще не началось главное событие. Вот, поэтому я думаю, что перспективы великолепные. Не соглашусь с тем, что это надо признавать азартной игрой, то есть приравнивать его к блэкджеку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну, мы, правда, говорили об этом в начале программы, что это симбиоз всего. Это великая игра, пусть она будет, пусть облагается налогами, но пусть она будет в крупных городах доступна для тех, кто может себе это позволить. Артур, вы Павел Черемисин, спортивный комментатор, барабанщик группы «Несчастный случай». Ну, то есть, мое предложение, конечно, просто если кому-то это не нравится, да, если кто-то испытывает некий там отрицательный момент к этой игре, то есть можно ее как-то ограничить, да, то есть запретить невозможно, потому что люди играли, а просто сделать такую ситуацию, да, такие условия, чтобы это было хорошо и для государства, и для людей. Ну, то есть, мне нравится, чтобы играли бабушки, запретить бабушкам, мне нравится, чтобы там, до 18 запретить, там, после 50 запретить, ну, то есть, как бы сделать большие клубы, да, чтобы они платили налоги, чтобы бюджет пополнялся. То Запрещать есть глупо. вы считаете, что, в общем, если государство, вот так же, как Шота говорит, если государство будет нормально регулировать этот процесс, конечно, да. то его вполне можно ввести как бы в легальное русло. Вот Конечно, так вот конечно. скажем. То есть, идея такова, если у меня болит рука, да, зачем ее резать? Надо ее вылечить ее, да, то есть, В общем. и все. То есть, самое простое взять и отрезать. А если можно сделать так, чтобы она еще пользу тебе приносила? Здесь то же самое, да, то есть, давайте сделаем так, чтобы покер, если все-таки он популярен по всему миру, а он популярен по всему миру, да, то есть, как сказал Павел, реально, разве не приятно, что Константин Пучков полторы недели назад с российским флагом стоял на сцене и включали реально гимн, да, то есть Россия, я только что был там, он не завоевал, то есть я уехал, он завоевал. Я просто знаю, что включает То есть, гимн. по сути, из всех видов спорта покером мы можем гордиться, Да, да? то есть разве это плохо, если российский гимн звучит, и все там стоят и слушают, и поют его? Ну зачем? А им игрокам говорят, давайте отсюда, идите в Америку, пусть этот гимн поет. Зачем? Если это Будьте есть. добры, ваши выводы. Ваше последнее слово вам как... Что хотелось бы сказать, да, если наше государство приняло уже такое окончательное решение, насколько можно будет вернуть все назад, я не знаю. А решение действительно, можно сказать, что в некоторой части оно абсурдное, потому что действительно это приносило деньги государству. Разумные люди играли, проигрывали, там, не квартиры и машины, то есть это просто какие-то люди немного психологически зависимые от игры. Поэтому, у нас, знаете, государство и очень быстро принимает поправки к закону, вот, допустим, синие мигалки, наверное, все в курсе, да, когда с ведрами ездили и людей тащили в суд и не могли придраться. Но поправка очень, по-моему, к закону была очень быстро принята в той части, что нельзя синие ведра прикреплять к крыше автомобиля. Так что не знаю, насколько можно будет все это легализировать обратно. И чтобы еще хотелось какую-то поправку, да, может быть, да, разве что. И хотелось бы сказать, что, в принципе, жизнь в какой-то степени это игра, а игра это жизнь для каких-то людей и образ жизни. И если покер по сердцу кому-то, то я думаю, что искоренить его будет невозможно. Главное, что не запретили же. То есть просто... Позволю себе небольшой вывод. Перефразирую Салтыкова-Щедрина, который говорил, что количество законов глупых в России искупает только их неприлежное исполнение. Неприлежное исполнение. Вы смотрели программу «Фрагменты» на телеканале «Дождь». И с вами были я, ведущий Александр Евскляр. И я, Ольга Дыхович, но увидимся через неделю. Спасибо огромное нашим гостям. Спасибо. До свидания. До свидания.